Люблинское отделение отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Польши взяло на контроль расследование по поводу участия в организованной преступной группе, включающей сотрудников органов власти Республики Беларусь, занимавшихся совершением преступлений, заключавшихся в незаконном пересечении границы Польши. Дело было возбуждено в связи с выявленными в сентябре 2021 года случаями незаконного пересечения польской границы гражданами Сирии, которые в своих объяснениях описали процедуру, связанную с организацией иорданскими турфирмами так называемых туристических поездок в Беларусь. Их единственной целью было нелегальное проникновение через территорию Польши в страны Западной Европы, главным образом в Германию. Они также описали обстоятельства организации этой процедуры уже на территории Беларуси, включая вовлечение в нее как белорусских граждан, так и лиц, выполняющих государственные функции в этой стране. В рамках этой процедуры сотрудники белорусских служб должны были организовать воздушную перевозку иммигрантов на территорию Беларуси, предоставив им туристические визы и перелет. Там они обеспечивали свое пребывание, включая проживание и питание. Затем они перевезли иммигрантов к границе Республики Польша, чтобы пересечь ее в местах, указанных белорусскими военнослужащими. Собранные по данному делу доказательства, включая многочисленные уведомления, которые были представлены в прокуратуру по данному делу, позволяют выделить несколько основных нитей разбирательства, говорится в сообщении Люблинской прокуратуры. Первое. Проведение агрессивных действий против Республики Польша, угрожающих ее суверенитету или политической системе, квалифицируемых как преступления, предусмотренные статьями 117 и 127 Уголовного кодекса этой страны. Второе. Деятельность международной преступной группы, состоящей в частности из сотрудников белорусских властей, направленная на совершение преступлений, связанных с организацией с целью получения финансовой выгоды, процедуры незаконного пересечения польско-белорусской границы, квалифицируемой по статье 258 Уголовного кодекса и статье 264 параграф 3 Уголовного кодекса Польши. Третье. Участие белорусских государственных служащих в совершении ряда преступных деяний, связанных с незаконным пересечением польской границы и разрушением пограничных объектов в целях пропаганды и общественно-политической дестабилизации в Польше, подстрекательства мигрантов к нападению на польских служащих и уничтожению имущества на территории соседней страны, квалифицируемые по статье 231 параграф 2 Уголовного кодекса Польши. В рамках данного производства также анализируется уведомление полномочного представителя, адвоката, ряда лиц белорусской национальности по подозрению в совершении многочисленных преступлений сотрудниками органов Республики Беларусь в ущерб определенным группам лиц по признаку национальности, мировоззрения или политических взглядов. В ходе расследования может осуществляться розыск лиц, подозреваемых в совершении вышеуказанных преступлений, в том числе через систему Интерпол. И важно отметить, что по многим из этих преступлений нет срока давности. Это значит, подозреваемые, виновные в совершении этих преступлений будут разыскиваться практически всю жизнь. И пусть те, кто еще не причастен к преступлениям режима, осознает, что ответственность наступит, и ответственность неминуема.